Друзья, в эфире очередной выпуск программы «Призвание». Я с радостью вам хочу сегодня представить мою гостью. «100 лет под флагом комсомола. Воспитание здорового поколения во всех смыслах этого слова стало делом всей жизни этой уникальной женщины». Сегодня наш сюжет о председателе самого мощного молодежного движения Осетии Ажане Маргиевой, неутомимой труженице и патриотке. 100 лет под флагом комсомола. Самое мощное молодежное движение страны готовится к вековому юбилею. Комсомольское прошлое объединяет сотни людей этой организации. По-разному, конечно, сложились судьбы, но неизменным остается и продолжает сохранять традиции. Жанна Маргиева хорошо помнит, как вступала в ряды октябрят, пионеров, а потом комсомола. С грустью вспоминает и то, как в 1992 году эти слова стали частью прошлого. Она смогла сохранить и приумножить то, что ей дорого. Сегодня Жанна Юрьевна передает накопленный опыт младшему поколению. Она возглавляет самый большой союз детских и подростковых организаций. Это очень большая работа, требующая большой нагрузки, сил и знаний. Всем этим обладает наша героиня. Жанна Маргиева, председатель Союза детских и подростковых организаций. Признается она в своем интервью, благодарна обкому комсомола и райкому, где она начинала свой трудовой путь. Много всяких заслуг у нее перед комсомолом, подтвержденных вот этими многочисленными значками. Таких подтверждений преданности Жанны Маргиевой любимому своему делу много. Когда количество значков в коллекции превысило 500, она решила организовать дома небольшую экспозицию. Здесь же памятные значки следов в ЛКСМ разных годов, стройотрядов. По словам самой Жанны, все эти предметы напоминают о богатой эпохе, которая сформировала ее как личность, подарила ей мечту и цель, который она сегодня с успехом реализует. Сейчас под руководством этой женщины сотни подрастающих умов, которые занимаются общественно полезной деятельностью. Организация не молодая, Союзу пионерских детских организаций больше 26 лет. Пришло время, когда уже воспитанники стали приводить своих детей. Организация имеет хорошее имя. Много общественно полезных дел они сделали за это время. Помогают инвалидам, ветеранам, устраивают различные развивающие программы. У нас много партнеров, признается Жанна Юрьевна. Министерство и ведомства нас приглашают на мероприятия, потому что мы очень активны и ответственны. Эта женщина – идея. Женщина, которая своим внутренним, богатым, безмерно добрым, духовным настроем дарит и щедро делится с теми, кто в этом нуждается. Сегодня благотворительность стала очень актуальной. И зачастую создаются очень много организаций, особенно у нас в Осетии, как на севере, так и на юге. Но не каждая организация благотворительная может похвастаться своей долговечностью и своей плодотворностью. Качество организации определяет ее проекты, социально ориентированные, и которые реально приносят пользу тому или иному социуму, кто в этом нуждается. И именно такой реальный проект, который более 26 лет уже весомую пользу приносит жителям и Северной Осетии, и отчасти Южной, это именно проект Жанны Маргиевой. Она является председателем детских подростковых организаций, а начинала она свою нелегкую трудовую стезю именно с комсомола. Об этом мы тоже поговорим. Но хотелось бы для начала узнать. Здравствуйте, Жанна. Столько я чего хотелось ничего не упускать в вашей богатой биографии. Но начнем сначала начала. Все-таки это комсомол для вас очень, наверное, яркой такой страницей является, поскольку, наверное, там вложены тоже ваши вот первые силы и молодости, и энтузиазма, и знаний. Расскажите об этом времени, какой он отпечаток на вас оставил. Вот всему хорошему в себе, думаю, и на протяжении многих лет уже с этой мыслью не расстаюсь, что я обязана своей школе, именно своему детству. Потому что вот та общественная активность, которая у меня была заложена во мне именно со школьной скамьи, она дальше уже шла по нарастающей, и на протяжении многих лет началась моя трудовая деятельность с комсомола, затем Министерство по делам молодежи. Сейчас я возглавляю большую общественную организацию детскую в республике, и вся жизнь моя связана с общественной деятельностью. Ну, понятно, что с тех времен очень многое поменялось. Сегодняшние реалии – это не реалии того советского комсомола, требующие, конечно,
определенной адаптации. Я думаю, что вам легко было уже вот на это время адаптировать и знания, и силы. И что все-таки вами двигало, когда вы решили вступить на эту стезю? В свое время, когда распускался комсомол, я не думала, что мне придется свою жизнь связать именно с детством. Просто в обкоме комсомола попросили на время покурировать пионерскую организацию, и когда развалился комсомол, мне стало обидно, что детство тоже может такая же участь постигнуть, и мы реорганизовались и создали Союз пионерских, детских и подростковых организаций. И на тот момент просто не было кому возглавить эту организацию. Я ее возглавила, думала, что это будет временно, найду ребят, команду создам и уйду, потому что на тот момент я преподаватель физики по специальности, хотела пойти в школу преподавать. Жанну Юрьевну к самостоятельности и целеустремленности жизнь приучала с самых ранних шагов, самого раннего детства. Она выросла единственной дочерью у матери, но отсутствие большой семьи не перебило в ней главных качеств – доброты и сострадания к людям. Судьба ее обделила и женским счастьем, не дав возможность познать женское предназначение в жизни – материнство. Однако это не замкнула ее вглубь своей боли и какой-то, возможно, женской нереализованности. Напротив, она всю себя отдает другим детям. Ее большой дом всегда полон детьми, преподавателями, коллегами по работе, друзьями. Она не устает от такого образа жизни. Нет общественных благотворительных организаций, с кем она тесно не сотрудничала, не оказала свою посильную помощь малоимущим детям, семьям, инвалидам. А главное в своей работе она считает воспитание лидерских качеств у молодежи, патриотизма. В чем цель вот этих организаций и ваших проектов, и ваших благотворительных акций? Вот за это время что удалось вам достигнуть? И вообще вот о направленности и о цели данного проекта хотела бы подробнее. Вообще-то, вот когда говорят, чем сегодня занимается детское движение, я бы хотела сказать, что вот ничего особо не меняли. Но то, что было раньше наработано за много лет пионерской организации, мы перенесли это в современность. И если это раньше назывались маршруты пионерские, то сейчас их называют проектами. Проекты, если раньше было тимуровское движение, то сегодня это называется детский орден милосердия, благотворительная деятельность, волонтерство. Это все бывшие тимуровцы. Это практически не хорошо забытое старое, но и перенесенное из прошлого вот в сегодняшнее. И я очень горжусь тем, что у нас в республике не спешили так быстро менять и реорганизовываться. Есть люди, которые очень подвержены сохранению тех традиций, и одна бы я, наверное, не справилась, если бы не команда. Но еще особо приятно, что поддерживают родители. И сегодня становление личности, если вчера было общество через государственный заказ, мы воспитывали личность, то сегодня у нас и родители участвуют в процессе воспитания. У нас много направлений работы, мы не только занимаемся благотворительностью, мы работаем над развитием личного «я», это развитие лидерских качеств. Ребята приходят совершенно, даже представления не имеют, чем бы они могли заняться в организации. Но у нас есть школа подготовки начинающего лидера, и от активного подростка они потом переходят в лидерский корпус, то есть потом они сами уже занимаются воспитанием подрастающего поколения, если они уже становятся старшеклассниками. То есть у нас есть вот такая преемственность. На сегодняшний день в организации свыше 3500 ребят, и 500 из них это активисты. Совершенно недавно мы делали торжественное вручение волонтерских книжек, где изъявили желание заниматься социально значимой, общественно полезной деятельностью подростки. 1200 человек. То есть мы вот недавно пополнили команду, 1200 человек. И на счету у нас очень много полезных дел. Это акции, которые уже стали традиционными. Ну, начиная с января месяца мы традиционно проводим рождественский подарок ребенку-инвалиду. 23 февраля мы проводим акцию «Военный госпиталь. Здравствуй, солдат». Это ребята приносят выпечку, варенье, приготовленные мамами и бабушками, носочки вязаные,
в общем, предметы личной гигиены и даем большой праздничный концерт. Практически мы в военном госпитале бываем 3 дня. По каким критериям вы начинаете сотрудничать с тем или иным специалистом? Команда подбирается по интересам и, наверное, по потребностям жизненным. У нас есть фонды, с которыми благотворительные, с которыми мы сотрудничаем. Они как-то нас сами нашли. Один раз попробовали нас мероприятие, второй раз, а теперь они просто свои мероприятия без нас не проводят. Это фонд «Рука помощи», это фонд «Нам по пути», это благотворительный фонд «Быть добро», ну и многие другие фонды. Жанна, вы, наверное, наслышаны, что в Южной Осетии тоже есть у нас дети с ограниченными возможностями. Сейчас для этого тоже у нас создают все благотворительные фонды, чтобы как-то их поддержать. Но, тем не менее, хотелось бы вот из ваших уст узнать, почему вы не приезжаете к нам. И если были, то какие у вас остались впечатления? Собственно, я к вам не приезжаю не потому, что вот нет желания, а, наверное, вот нужен толчок. Я совершенно недавно общалась с новым министром образования и рассчитываю в ближайшее время на тесное плодотворное сотрудничество. Я знаю, что вы только начинаете, а у нас уже хорошие традиции. Я думаю, мы друг другу были взаимополезны. И давайте сделаем первые шаги. Я могу сама быть инициатором этого шага. Я вам обещаю, Марина, что в ближайшее время мы со своей командой ребят посетим Южную Осетию, расскажем, покажем презентацию, чем мы занимаемся. И я так думаю, что у нас хорошая перспектива. Очень. Я вижу просто, как ребята растут. Некоторые наши воспитанники сегодня возглавляют, уже сами являются руководителями общественных организаций. То есть это очень хорошая кузница нашей организации. То есть помимо благотворительной линии вы еще и воспитываете личности? Так? Я думаю, что красной нитью у нас проходит воспитание. Через воспитание, через игровые формы, через практическую деятельность мы действительно воспитываем будущих руководителей, будущих лидеров и нашей республики. И я думаю, не только. Один из моих воспитанников в Новосибирске возглавляет комитет по делам молодежи Новосибирска. Знаете, я даже чуть пожалела, что мне это в юных лет 17, я бы с удовольствием пошла в эту организацию, наверное. Судя по вашим словам, она весомый вклад в становление личности подрастающего поколения вносит. И тем не менее, вот сейчас, уже оглядываясь и накопивший опыт ваш, позволяет, наверное, делать свои какие-то наблюдения глубокие, что не хватает нашей молодежи, и что бы вам хотелось бы пожелать или внести в их жизнь. Вот, знаете, я как-то задумывалась, и свою деятельность я разделила на 3 этапа. Это первые 10 лет, вторые 10 лет и третьи. И 30 лет занимаюсь общественной деятельностью, и вот эти 10 лет, когда говорят, что у нас уже молодежь бездуховна, безнравственна, им ничего не интересно, это неправда. Ребята хотят объединяться, хотят ли взрослые или нет, мы со школьной скамьи дети уже начинают объединяться. Они объединяются по интересам. Какие способы находят, то ли они будут в подвалах объединяться, то ли по интернету. Это уже нам, взрослым, нужно продумать, как сделать так, чтобы ребята были социально ориентированы, чтобы они не были обозленными, чтобы они не кивали на то, что им кто-то чего-то не додал, чтобы они сами принимали участие в том, то есть сами созидали, сами делали свою судьбу. И они очень многого хотят. И я знаю, что они хотят стоять на месте, хотят расти, но вот сегодня какая-то тенденция пошла, и мне очень это боязно, гендерные особенности. Активными сегодня в большинстве своем почему-то девочки. Вот, какая-то очень слабая активность мальчиков. А руководителями у нас становятся, хотят почему-то быть
ребята. Потому что девочка – это ну, будущая мама, там, хозяйка, и как-то она уже себя, может быть, на каком-то жизненном этапе недооценивает. И очень хотелось бы, чтобы вот как-то ребят немножко раскачать, но это, наверное, и от семьи. Я думаю, что очень много у нас семей, немного, а так получается, что неполные семьи. И мама воспитывает большинство. Если даже полная семья, то папа в основном бывает добытчиком средств на существование, а все воспитание приходится на маму. И мальчики как-то воспитываются, вот, ну, будем говорить, не совсем уверенные в себе. Вот это очень печально. Жанна, что вас вдохновляет в работе? Каждый раз с новыми идеями. Вы знаете, меня вдохновляют дети. Вот, если я даже приболею, как-то мне хочется немножко сдать позиции, они мне не дают, потому что звонки, какие-то новые идеи, новые предложения. Да я сама неугомонный человек, меня даже вдохновлять не надо мотивировать, я всю жизнь мотивирована на активность. Мне кажется, это вот кредо мое. Ребята, те, которые смотрели, поднимите руки, вы меня слышите? Очень приятно, что наше государство задумалось над тем, каким сегодня мы воспитываем подростка. И вот в национальных республиках у нас, вот у вас на юге, у нас на севере и вообще на Кавказе не стоит проблема остро детской преступности, детского алкоголизма, наркомании. Все-таки у нас еще почитание старших как-то превалирует. Но очень проблема у нас в регионах, не хочу обидеть центральный округ, но помолодела детская преступность. И ребята сейчас в основном интернет-зависимы. То есть они больше половины времени проводят в соцсетях, в этих гаджетах. И государство наше беспокоилось тем, что молодежь растет бездуховно. То есть нравственность их воспитывает интернет. И было очень приятно, что по указу Путина был издан указ о создании детско-юношеской, заметьте, общественно-государственной организации «Российское движение школьников». Этой организации придали статус государственный. И знаково, что указ был издан 29 октября, это в день рождения комсомола в 2015 году, а первый слет проводили 19 мая, это в день рождения пионерии. Первый слет Российского движения школьников. Вы знаете, Жанна, пока я к вам шла в гости, у меня вот в голове обрисовывался ваш портрет. Женщины цельные, очень с таким, может, сильным внутренним человеческим стержнем, может быть, даже стальным характером. Но придя вот в этот уютный дом с изысканным вкусом, сейчас мы находимся среди этих роскошных цветов, все говорит о том, что вы очень тонкая натура. И вот свидетельство тому разнообразные сувениры, которые собирались, наверное, не один год. И вот все говорит о том, что вы еще и романтик, вы флорист внутри, вы человек красоты. Что, скажем так, в жизни, вот откуда вы черпаете энергию, и ваш жизненный девиз каков? Вот говорят, что не нужно никогда откладывать ничего на завтра. А я с ребятами шучу и говорю, не надо никогда откладывать на завтра то, что не хочешь сделать никогда. Я практически, мною движет, наверное, вы знаете, я просто неугомонный человек. Мне все интересно. Мне одновременно хочется быть в нескольких местах. То есть, вот, когда меня приглашают, я расстраиваюсь, что я не могу быть там. Иногда быстро-быстро отмечусь в одном месте, бываю в другом.
И знаете, ребятам тоже говорю, вот у меня жизнь не 24 часа в сутки. Вот если мне даже спросите, во сколько я ложусь спать, не было такого дня, чтобы я не легла в 2-3 часа ночи. Мне жалко время на сон. Успеть все. Да, и вот реально мне жалко время на сон. И ребятам тоже говорю, вот, дайте слово мне лично, пообещайте, что вот тот период, когда с 11 до 12 вы уснете с книгой. И одного мальчика я пытала, вот все-таки говорю, родители, вот, пусть он не знает про наш разговор, скажите, вот он мне говорит, что он это делает. Родители говорят, а вот откуда это пошло. Реально. Я тоже ребят учу, что вы не успеете оглянуться, как жизнь пройдет мимо вас. А если вот повернуть время вспять, вы, вспоминая себя вот в начале своего пути, тоже были вот изначально настроены как вот на эту линию? То есть вы мечтали об этом или мечты были несколько другими? Вообще-то я в школе мне очень нравилась профессия преподавателя. И будучи школьницей, когда учителя болели, я хорошо училась, у меня точно науки мне удавались, математика, физика. И иногда, когда учителя болели, я в младших классах, ну вот будучи, например, в 9-10 классе, я преподавала уроки математики шестиклассникам, семиклассникам. Вот если даже меня смотрят, мне не стыдно сказать, что это было так. И хотела быть учителем. Вот если бы сейчас вернуть и спросить у меня, как бы я поступила, кем бы я стала, я бы не хотела ничего менять в своей жизни. Меня все устраивает, все, что вот как у меня судьба сложилась, меня все устраивает. Единственное, что я бы не хотела, чтобы при моем участии было вот упразднение пионерской организации комсомола. Это была очень большая, хорошая школа, которая и по сегодняшний день нам дает хорошего уровня руководителей, пока те, которые нами руководят, они все равно бывшие комсомольские работники, в основном. Это была очень хорошая школа. И я бы не хотела вот присутствовать при вот том развале, который произошел. Но я думаю, что отчасти вам все-таки удастся вот в своих проектах лучшие традиции оттуда вынести и внести уже ваши реальные идеи. И да воплотятся они, да благоволит вам Бог, и все ваши мечты, идеи пусть воплотятся в жизни. Я желаю на вашем нелегком труде, чтобы удача всегда вам сопутствовала, потому что это очень тяжелая работа, особенно с детьми. Другое дело молодежь, что благотворительно собирать коллектив, и все это вместе делает только сильный человек. Я вам желаю еще больше сил и успехов. Спасибо, что вы приняли участие в нашей программе. Спасибо вам тоже. До новых встреч. Это была программа «Призвание» вместе с Жанной Агеевой.